Здравствуйте, время новостей. В студии Луиза Хатуева и коротко о главных событиях к этому часу. Профессиональный праздник отмечают сотрудники органов безопасности. Ваша служба имеет исключительно большое значение для жизнедеятельности всего государства. Виновников торжества поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров. Новый год в новых домах. Около 300 жителей столицы в следующем году переселят из аварийного жилья. Лучший дом культуры. Подведены итоги республиканского конкурса. Работники органов безопасности принимают поздравления. Сотрудников управления ФСБ по республике поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров. В здании ведомства состоялась торжественная церемония награждения отличившихся сотрудников. Указом главы республики за добросовестные труды и проявленное мужество медаль за заслуги перед республикой получили офицеры и ветераны госбезопасности. В своем выступлении Рамзан Кадыров еще раз подчеркнул важность их деятельности в деле обеспечения государственной безопасности. Поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваша служба имеет исключительно большое значение для жизнедеятельности всего государства. В любых условиях вы обеспечите безопасность Российской Федерации, пресекаете угрозы и провокации в ее адрес. Органы госбезопасности нанесли существенный вклад в дело установления мира в Чеченской Республике. Вместе с правоохранительными органами региона сотрудники управления ФСБ вели грамотную работу по пресечению деятельности эмиссаров западных спецслужб, пытавшихся подчеркнуть стабильность на юге нашей страны. Единство действий всех силовых и правоохранительных структур позволило успешно выполнить задачи по защите целостности России и разгрому банд международных террористов и экстремистов. В настоящее время ваш опыт и профессионализм помогают сохранять благополучие. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и семейного благополучия. Здесь же начальник управления Федеральной службы безопасности России по республике Игорь Хвостиков передал приветственные слова от руководителя федеральных органов госбезопасности. Он отметил, что сотрудники этих структур выполняют сложную, но почетную миссию, которая требует самоотдачи, высокого интеллекта и мужества. Особенно это актуально сейчас, когда ситуация в мире остается нестабильной и на Россию пытаются оказать экономическое и политическое давление. Современные условия требуют от нас дальнейшей мобилизации усилий, повышения ответственности и бдительности. Уверены, что спецслужбы России и в дальнейшем будут с честью выполнять возложенные на них задачи в сфере разведки, контрразведки, охраны границы Российской Федерации, обеспечения безопасности высших должностных лиц и особо важных объектов, защиты государственных секретов, выполнения других ответственных задач. В этот день мы воссоздаем должное сотрудникам, которые, проявляя мужество и героизм, достойно выполняют свои обязанности в горячих точках, в том числе за рубежом, продолжая и приумножая традиции старших поколений. Благодарим всех сотрудников Федеральной службы безопасности, службы внешней разведки, Федеральной службы охраны, Главного управления специальных программ за добросовестный труд, самоотверженность и профессиональное мастерство. Особая признательность вашим родным и близким, к тем, кто в полной мере разделяет с вами все радости и горести, кто ежедневно дарит нам свою заботу и бережет семейный очаг. Новый год в новых домах. Около 300 жителей Грозного до конца года переселят из аварийного жилья в многоквартирные дома. Они уже возведены и готовы принять новоселов. Теперь людям больше не придется волноваться за свою безопасность и жилищные условия. Подробности у Залины Атаевой. Новостройки по улице Нахимова готовы принять хозяев. Четырехэтажные дома соответствуют всем современным стандартам. Созданы необходимые условия. Благоустроен двор и детская площадка. В каждой квартире выполнены отделочные работы. Установлена вся техника, вплоть до газовой плиты на кухне. Новоселам осталось только заехать и обжить новые дома. В настоящее время идет подготовка документов для заключения договоров социального найма с гражданами, жителями аварийных домов.
В соответствии с программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда Чеченской Республики на 2013-2017 годы до конца текущего года планируется переселение более 100 семей, а это почти 300 человек. 24 декабря 2016 года планируется открытие 6 многоквартирных домов, которые расположены по улице Нахима Октябрьского района на 137 квартир. По итогам реализации программы она предусмотрена до 1 сентября 2017 года. Но с учетом наших достижений мы планируем завершить досрочно. То есть в феврале 2017 года все эти мероприятия будут завершены. Манжа Сугаипова, инвалид второй группы. Проживает в поселке 23 года. В двухкомнатном аварийном доме живут 9 человек, из них 5 дети. Крыша протекает, подняться на нее, чтобы сделать ремонт, невозможно. Она может просто провалиться. Хозяевам было настолько неудобно из-за стесненных условий в доме, что они отказали нам в съемках. إذا تكون أحتو بغيرتشنا وزن ديل وقن ديل خدالت أحي بيرتكي وق مصو بصر بسجا هور تكشيش يتان أحتو ليق صام تان قاني وصات إخوش ديزلنا خيل درق إسخيلش. В этом доме вместо стекол и рам, где когда-то были окна, висят старые ковры, которые хозяйка собирает, где попадется. Несколько месяцев назад во время проливных дождей здесь посыпался потолок. Мало того, после этого и крыша провалилась. Средств, чтобы сделать ремонт в доме, просто не хватает. пенсии 8 тысяч бедать, Больше 10 лет бабушка с внуком ютится в этом ветхом доме в надежде, что когда-нибудь жилищные условия удастся улучшить. Иnis деш долчуна, и ден долчуна, и деш лил шолчуна. Вещь дал, дейл реза хуйл. Эти и другие жители этого района встретят новый 2017 год в теплых и уютных квартирах. Отныне им не придется, находясь в своем доме, спасаться от дождя, холода и снега. Залина Атаева, Луиза Юнусова. Новости. В республике проходит вакцинация населения. Этот период люди более подвержены различным вирусным инфекциям. Чтобы не провести зиму на больничной койке, специалисты рекомендуют своевременно прививаться. Как проходят профилактические мероприятия в медучреждениях региона, расскажет Элина Дадаева. Прежде чем попасть на консультацию к педиатру, молодых мам информируют о возможных последствиях в случае отказа от плановой вакцинации. Медицинский работник подробно объясняет, чем чревато такое решение родителей. Подобный метод агитации иммунопрофилактики среди населения дает положительные результаты, рассказывают в Курчалойской районной больнице. Вакцинация ребенка – залог здоровья малышам, говорят врачи. Привитый ребенок растет здоровым, не болеет, не будет осложнений. В сезон обострения инфекционных заболеваний число больных, как правило, растет, но в детской консультации ЦРБ села Курчалой с этой задачей медики успешно справляются. Проводится не только плановая вакцинация, но и иммунизация по эпидпоказаниям. В частности, речь идет об эпидемиологическом паротите, которого в народе принято называть свинкой. Проведена выборка от 0 до 18 лет детей по 112 форме, не сделавшим прививку вакцинации против эпидпаратита, отказ от прививок и сделанным однократно. Эти дети, данных переданы Роспотребнадзор в течение 3 дней, чтобы не допустить этих детей в детские дошкольные учреждения и в школы до конца инкубационного периода. Проведены подворные обходы с целью раннего выявления и лечения больных детей. Амхат Тайсумов попал в инфекционное отделение с диагнозом эпидемиологический паротит 4 дня назад. При поступлении у мальчика была высокая температура и припухлость околоушной области. Теперь больной идет на поправку. Ему оказывается необходимое лечение. Всего в этом отделении с аналогичным диагнозом лечатся 22 человека, большинство из которых взрослые. Тому есть объяснение, поясняют врачи. Эти дети, родившиеся в военные годы, они не получали иммунизацию. У них нет иммунитета.
И дети рождаются у тех женщин, у которых тоже не получила иммунизации. Что они получают, дети? Бывают дети, так в основном они быстро выходят из этого, поступают, бывают и высоко лихорадящие дети, и взрослые, и хорошо поддаются лечению. Минздрав и Роспотребнадзор объединили свои силы для борьбы с распространением так называемой свинки. За 11 месяцев этого года было зафиксировано 420 случаев заболеваемости эпидпаратитом. В основном это дети от 6 до 14 лет и люди, родившиеся в 90-е годы, которые в связи с известными событиями не были привиты своевременно. Несмотря на спад заболеваемости, продолжается работа и в Курчуловском районе. И эта работа проводится не только в стенах лечебного учреждения. Мы организовали мобильные выездные бригады, осуществляющие выезд по адресам, проводя подворовые обходы и с осмотром заболевших и выявлением контактных лиц. Также проводится санпросвет работа с населением, с привлечением районной администрации, работников управления образования района, управления дошкольных образовательных учреждений и клуба «Иман». Больным эпидпаратитом необходим постельный режим и покой. При осложнениях им проводят иммуномодулирующую и противовирусную терапию, назначают антибиотики и симптоматическое лечение. Чтобы не заболеть эпидемическим паротитом, врачи в первую очередь рекомендуют провести иммунопрофилактику. Только она способна защитить человека от инфекций. Уже заболевших необходимо изолировать от окружающих на 21 день. Также важно помнить, что люди перестают быть заразными для остальных уже на 9-й день инфицирования. Но и самый простой способ защитить себя от инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем, это ношение простой медицинской маски, которую, кстати, нужно менять каждые 2 часа. Элина Дадаева, Халид Мовсаев, Джамалил Хаджилиев. Новости. В Грозном прошел фестиваль педагогического творчества, посвященный русскому языку. В нем приняли участие десятки преподавателей со всего региона. Напомню, конкурс продлится до 22 декабря. Он определит лучших учителей. С участниками пообщалась Луиза Баснукаева. Ваша честь, Раскольников Родион Романович обвиняется в совершении преступления. Обвиняется в убийстве старухи-процентщицы Алены Ивановны, а также ее сводной сестры Лизаветы Ивановны. Светлана Хамидова – педагог с многолетним стажем, преподаватель колледжа экономики и управления. Свой индивидуальный подход к преподаванию она показала на сцене, продемонстрировав фрагмент из романа «Преступление и наказание». Уверена, что это один из подходов, помогающих лучшему усвоению материала. Без знания языка страны получить хорошее образование или устроиться на желаемую работу просто невозможно. Но, к великому сожалению, мы наблюдаем, что русский язык умирает под атакой жаргонных и иностранных слов, что совершенно недопустимо. Этот фестиваль дает возможность встретиться преподавателям, поделиться опытом работы, проявить свои творческие способности. И как сказал глава Чеченской Республики, уважаемый Рамзан Ахматович Кадыров, что чем больше людей будут говорить на русском языке, тем больше у нас будет друзей в мире. Я считаю, что мы прожили эту жизнь, и влились в эту тему, в этот роман. Там мы могли просто прочитать, а здесь мы можем узнать все поподробнее. Участниками фестиваля стали лучшие педагоги, предоставившие работы разным областям своей деятельности. Все техникумы и колледжи Чеченской Республики за месяц пройдут программу развития русского языка и литературы, основной целью которой является прежде всего популяризация русского языка и, конечно же, обмен и распространение опыта участников, развитие творческой деятельности педагогов, рост и профессиональное мастерство. Глубокое теснение Дарьяла, где роется телек во мгле. Старинная башня стояла, чернее на черной скале. Специалисты Центра оценки качества образования уверены, после полученных знаний и навыков дети научатся креативно мыслить, сумеют самостоятельно развивать в себе языковые и коммуникативные навыки. В настоящее время оно требует внедрения современных педагогических технологий в образовательный процесс. Это насущное требование современности. И тогда, когда преподаватели делятся опытом своей работы, это взаимно обогащает не только их, но и присутствующих. То есть мы учимся друг у друга. Это очень полезно и очень важно. За короткое время они продемонстрируют разные стратегии преподавания: критическое мышление, групповые работы на уроках, художественные стили речи. По завершению фестиваля определят 3 призовых места. Победители получат специальные сертификаты. Луиза Баснукаева, Хаважа Мунаев, Зелим Закаев. Новости.
Шанс на выздоровление и иногороднее лечение получили еще 5 семей. В каждой из них есть тяжелобольные, которые нуждаются в помощи квалифицированных специалистов. Необходимые денежные средства им выделили в региональном общественном фонде имени первого президента. Подробности у нашего корреспондента. Фатима Айдамирова страдает ревматоидным полиартритом. Боль в суставах мучает женщину на протяжении 30 лет. Ей все время приходится принимать разные лекарства. Несмотря на свой возраст, трехлетний Халид – большой помощник в доме, рассказывает с гордостью бабушка. Внук то лекарство подаст, то массаж сделает, то воды принесет. Казалось бы, простые вещи, но для больной Фатимы, которая противопоказана физической нагрузке, это ценная поддержка. Фатима давно была наслышана о специалистах Московского института ревматологии, однако поехать на иногороднее лечение казалось заоблачной мечтой, пока женщина не решилась обратиться в общественный региональный фонд. Ответа долго ждать не пришлось. Сегодня она в числе других заявителей, которые также обратились за помощью в фонд. Обратиться в фонд сейчас мог ждать, Люди приехали с различных уголков республики. Все они нуждаются в специальном лечении. Запорежился аутичной формы поведения. Он лечение на стороне что-то еще. Куздана сделала что. Да, задайлахча имани Рамзани. Кант мокшего черта операции инсулин лечение через Москва. Да рейс Аймани Рамзана сuna костада. Помощь нуждающимся фонд Кадырова оказывает регулярно. Это не только материальная поддержка многодетным и социально незащищенным семьям, но также продукты питания, одежда и лекарства. Благодаря Аймане Несиевне тысячи жителей региона ежегодно получают шанс вылечиться и начать полноценную жизнь. Алгазур Керимов, Елена Дадаева, Адам Чекуев, Зелимхан Закаев. Новости. В Аргуне определили лучший дом культуры. Здесь состоялся заключительный этап конкурса с аналогичным названием. Работу сотрудников районных ДК оценивала экспертная комиссия. Кто отстоял почетное звание и подробности культурного состязания в материале Тинатин Мазашвили. На сцене лучшие творческие коллективы со всей республики. Артисты региональных домов культуры и клубов представили зажигательную концертную программу. Так подвели итоги республиканского конкурса. Заключительный этап конкурса «Лучший дом культуры» прошел в Аргуне. На протяжении года Центр народного творчества проводил масштабный мониторинг учреждений во всех районах и селах. Проверяли также и квалификацию культработников. Кроме того, велась работа по улучшению административной и творческой работы каждого очага культуры. Своим проектом хотим поднять уровень нашего как обслуживающего персонала, уровень нашего музыкального или пластического продукта, чтобы, будучи участниками этой самодеятельности, чтобы они отражали именно традиционную культуру нашу. В этой связи по поручению главы Чеченской Республики было решено, что надо усилить работу в сельскохозяйственных учреждениях, библиотеках, парках и всех учреждениях культуры, в том числе и государственных учреждениях культуры по духовно-нравственному воспитанию. Экспертная комиссия определила победителей. В номинации «Лучший сельский клуб» первое место заняло учреждение культуры из села Борзой Шатойского района. Но лучшим сельским ДК стал Алханюртовский центр. Мы готовились, конечно, но то, что мы займем первое место, это было действительно неожиданностью. Целый год шли к этому. Коллектив ждет, переживают все, пока мы ничего не сказали, но сделаем сюрприз. Призеров конкурса наградили кубками и грамотами. Но для самих участников лучшая награда – это признание общества. Ведь они вносят значимую роль в духовно-нравственное и культурное развитие молодежи. Тинатин Мазашвили, Мансур Саев, Зелим Закаев. Новости. Это все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами.